Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Киэфир» вновь с вами в прямом эфире. Я его ведущая Кунбаева Джанара. Номер нашей студии 592001. Как всегда, мы ждем ваших звонков. Присоединяйтесь к нашей беседе. Тема, я думаю, сегодня очень интересная, особенно для прекрасной половины наших, особенно телезрительниц. Так как говорить мы сегодня будем о тонкостях макияжа, об образах, о том, как правильно наносить макияж. Все эти тонкости, не только макияжа, но и прически нам сегодня в прямом эфире расскажут профессионалы, которые уже у нас в студии. Я вам их представлю. Это Ирина Федоренко, визажист-гример, и также Алина Исмайлова, парикмахер-стилист. Девушки, добро пожаловать. Выглядите прекрасно, соответствующие своим профессиям. Да? Говорить сегодня мы будем, думаю, извечной, да, то есть красота, она всегда была, всегда все девушки, да и в принципе все люди хотели выглядеть хорошо, опрятно. И касательно макияжа, то есть он уже даже в первобытных племенах был макияж, присутствовал, как-то красили себя красками в один, в другой цвет, да, то есть уже тогда присутствовал некий потенциал того, что в будущем появится косметика. Ирина, у меня вопрос первый к вам, немножечко рассказать о макияже в целом, вот вы как профессионал, визажист, что это собой, что представляет, какие есть виды, направления? Ну, конечно, видов и направлений очень много. Если раньше как-то разделяли конкретно, то сейчас уже как бы все стили смешались, и каждый называет по-разному. Есть, конечно, классический экспресс-макияж. Это, можно сказать, макияж за 5-10 минут, который можно сделать. То есть это тот, который на улицу, да? Или да, то есть конечно. дневной макияж, да? Это считается дневной макияж, который наносится, может быть, с 8 утра и где-то до 2 дня. Есть также дневной макияж, который можно, например, наносить с 2 часов дня и до 4, до 6 вечера. И есть вечерний макияж. Единственное, техники как бы используют разные, потому что надо учитывать и форму лица, и форму глаз, носа, цвет кожи, цвет волос. То есть это все надо учитывать. Ну и, конечно, желательно не перебарщивать, не менять свою внешность, просто слегка подчеркнуть красоту. А вот, Ирина, то есть не перебарщивать, то есть некоторые не умеют, в принципе, краситься, вот, и некоторые красятся как бы сами, самостоятельно, каждый день. Обращаться к мастерам тоже, я думаю, нет и возможности, так много времени, также и по финансам, так как я знаю, макияж это довольно-таки дорогая, скажем, процедура, да, то есть не каждый может позволить, это раз, и можно ли научиться, то есть самим в домашних условиях, да, смотря какие-либо видеоролики. Я думаю, у нас очень много телезрительниц, которым тоже интересно, потому что каждая девушка, думаю, красится, то есть подчеркивает где-то свои плюсы, то есть где-то убирает свои минусы, да. То есть можно ли научиться дома, или надо обязательно пойти в салон или в какое-либо обучающее заведение и научиться? Нет, не обязательно, в принципе. Если как бы у девочки есть стремление, то она может научиться сама. Обязательно нужна практика, читать больше книжек, смотреть видео, тем более сейчас это очень доступно, видео на ютубе, прям можно практиковать не только на себе, но и на подругах. Обязательно нужна практика, то есть профессионалами не рождаются и не становятся. Конечно, если быть профессиональным визажистом, это, наверное, должно быть где-то внутри, да? Но если у тебя есть огромное желание, то ты можешь достичь невозможного. Прекрасно. Алин, самое любимое это волосы, да, то есть я сама очень люблю свои волосы, и так как вы парикмахер, стилист, нам расскажите немножечко тоже об этих тонкостях, о том, к какому парикмахеру стоит обращаться, к какому не стоит, как себя стричь, то есть есть такой стереотип, вот, допустим, в моде каре, да, или же длинные волосы, все как бы хочешь или не хочешь, но под одно, да, как бы видишь в городе, они похожи. То есть вот как себе подобрать образ правильный? Ну, на самом деле нужно смотреть на форму также глаз, скул, форму головы, потому что прическа, каждому человеку должен свой индивидуальный образ подбираться. А так, я думаю, нужно всегда избавляться от стереотипов, и стремиться к своему чему-то. Вот, а так, с волосами, в принципе, это
испокон веков было заведено, это историческое. Поэтому, я думаю, каждая девушка должна следить за своей внешностью, прической, волосами. Это очень важно, это говорит о человеке, можно сказать, все, особенно как выглядят ее волосы. Вот, допустим, меня очень сильно беспокоит, я думаю, и сейчас и наших телезрительниц тоже, потому что утюжки, плойки – это вещь доступная в наше время, доступная каждому всем. А вот есть некоторые, которые используют часто, да, к примеру, я, та же самая, да, в связи с профессией своей. То есть и вообще в целом это вредно для волос, ведь как избежать неких таких тонкостей, чтобы пользоваться, но чтобы более-менее обезопасить свои волосы, чтобы они менее подвергались каким-либо химическим воздействиям от утюга, то есть слишком там температура очень высокая, вот как быть? Ну, видите, с каждым годом все больше на рынке появляется разных видов препаратов, как за уходу по волосам, это маски, крема. Вот, соответственно, тоники, спреи, которые используются для волос. Соответственно, есть, если используется какой-то утюжок, выпускается каждому утюжку, он либо с керамическим покрытием, либо без. Есть тоненькие спреи, вы, допустим, хотите сделать укладку, сбрызгали спреем, и специальные спреи, допустим, термозащитные, их очень часто используют на рынке, продают, поэтому, в принципе, они действительно эффективные. Они эффективны, да, ну, их просто так бы не стали выпускать. Потому что я задам вопрос, так как я сама пользуюсь, то есть когда брызгаешь, он вроде как вода такая, и волосы немножко становятся влажными, но эффект действительно ли есть? Или нужно это просто такое подсушивать аморфизированность? чуть-чуть феном, получается, и термозащита, она обволакивает саму фолликулу волоса, и, соответственно, защищается, так пленка появляется на самом волосе, и, соответственно, уже меньше портится волос. Ну, каждодневное использование утюжка, соответственно, вредит также ультрафиолет, солнечные лучи, поэтому нужно голову обезопасить какими-нибудь головными уборами. Замечательно. Дорогие телезрители, вот о таких вот интересных вещах, тонкостях, женских секретах мы сегодня говорим целый час в нашем прямом эфире. Номер нашей студии 59 20 01. В гостях сегодня у нас Ирина Федоренко, визажист-гример, а также Алина Исмайлова, парикмахер-стилист. Звоните к нам, задавайте вопросы профессионалам, так как, я думаю, у вас есть хорошая возможность спросить советов у наших сегодняшних гостей. Также напомню наших спонсоров. Это компания «Шаро», ледниковая вода «Легенда» и холдинг «Ассоль». Также, дорогие телезрители, наш телеканал «Кеймус» есть и в социальных сетях, это Facebook, Одноклассники, и Skype, и Instagram, где вы можете просмотреть все наши эфиры, в целом жизнь нашего телеканала. Так что добро пожаловать в наш логин, еще раз повторюсь, Кеймус канал. Ну а мы продолжаем. Хотелось бы спросить о макияже, да, то есть он есть дневной, вечерний, то есть когда вот касательно вечернего, чтобы он был таким более стойким, чтобы мы до конца вечера оставались такими же прелестными, как мы пришли, да, на вечер. Ирина, вот вы как профессионал скажите тонкости, быть может, секреты, и помогают ли после макияжа, то есть фиксатор, который наносится на лицо, чтобы макияж держался дольше? Ну, конечно, предварительно, если вы куда-то собираетесь на вечер, да, на какой-то праздник, вечеринку, обязательно до этого желательно побаловать себя, сделать какие-то масочки, привести кожу в тонус. Перед нанесением тона, ну и вообще какой-либо косметики, желательно, конечно, чуть-чуть увлажнить кремом лицо. Подождав минут 5-7, желательно нанести базу под макияж. А база обязательно, да? Ну, желательно, да, потому что она выравнивает и защищает кожу от впитывания тонального крема. То есть, вот, Ирина, она же зеленого цвета, как бы с этим есть быть? Разных цветов базы, есть прозрачного, есть персикового, есть зеленого, есть фиолетового. Просто каждая предназначена для своего. То есть зеленая, она для более обширных покраснений, фиолетовая для желтизны. Персиковая, она придает такой более естественный, свежий вид. Прозрачная, она, в принципе, подходит для всех типов кожи. То есть это для того, чтобы тональник не впитывался, да, в кожу? Да, и, в принципе, и тонального у вас немного уйдет, если вы нанесете базу. Как бы и защищает кожу, немного выравнивает тон кожи, ну, шероховатости кожи, ну и помогает тональному как бы быстрее впитаться и не так много впитывает кожи сам тон. Замечательно. А для стойкости, то есть чтобы тени также тоже держались, не осыпались касательно теней и туши? Да, есть специальные тоже средства. Это база под тени, так же, как и база под тон, есть база под тени, можно нанести ее перед нанесением теней, желательно, чтобы немного подсушилась.
Естественно, чуть-чуть надо проработать века или тональным, или пудрой, а после уже можно наносить тени. Тогда тени будут дольше держаться, не будут скатываться. Это очень замечательно, Ирина. Где купить всю такую красоту, косметику, Ну, да? в принципе, Куда это есть, обращаться? да, это есть и в профессиональных линиях косметики, это есть и в декоративных линиях косметики, потому что сейчас уже очень большой выбор, и я думаю, в принципе, можно найти всюду это. То есть покупать в дорогостоящих магазинах, да, которые уже официально заверены, то есть документация, то есть когда ты приходишь, уже внешний вид магазина, обслуживание сервиса уже говорит о том, что можно здесь покупать, вызывает доверие, да. А касательно этой же продукции, к примеру, в На рынке, магазинах, да, если да, вот даже. элементарно на рынках, то есть брать или не брать, то есть где брать? Ну, конечно, видите, не у каждого позволяет возможность зайти в дорогостоящий магазин, купить дорогую косметику. Ну и на рынке тоже, ну, желательно быть более осторожным. Но есть же такие фирмы, А которые... сроки обязательно смотреть, да? Сроки, конечно, обязательно, потому что, не дай бог, может быть аллергия. Это очень важно. И тон или тени, они могут даже не ложиться после срока годности. Конечно, на это надо обращать внимание. Ну, лучше, конечно, посоветоваться. Я думаю, в принципе, многие даже звонят девочки мне просто посоветоваться, где мы можем взять этот тон и какой мне подойдет. И я, в принципе, советую, если у них какие-то проблемы возникают, я говорю, приходите ко мне, я посмотрю, я вам просто объясню, и все. Как бы, ну, консультация, она просто бесплатна. Потому что если человеку это нравится, я только за. То есть замечательно, что есть у нас профессионалы, еще и такие доброжелательные, то есть бесплатная консультация. Да? Дорогие телезрители, возьмите во внимание, думаю, к Ирине Федоренко обязательно стоит сходить, проконсультироваться, подобрать правильные к вам то, что подходит касательно косметики. Но мы сегодня будем дальше говорить о тонкостях макияжа и о прическах. Также у нас в эфире сейчас короткая реклама. Позже мы вновь в прямом эфире, пока не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Ирина Федоренко, визажист, стилист, а также Лена Исмайлова, парикмахер, стилист. Сегодня у нас такой эфир, я бы сказала, мастер-класс, короткий мастер-класс, целый час для вас, дорогие наши телезрительницы. Эфир у нас очень интересный, самое главное, он очень полезный. Узнать все тонкости, все секреты от наших прекрасных гостей. Так что дозванивайтесь к нам, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер нашей студии 59-20-01. Ждем ваших звонков. А также я напомню наших спонсоров. Это компания Шуро, ледниковая вода легенда и холдинг Асоль. Наведет красоту, я думаю, каждой девушке, так что обращайтесь. Ну, мы продолжаем. Ирина, а также есть макияж, то есть обычный макияж, то есть дневного, вечерний, также и для других сфер, к примеру, для телевидения, то есть макияж сценический, также вот у гримеров, я думаю, много что есть, да, вам рассказать? Все, что касается ТВ, рекламы, фильмов, это называется грим. Конечно, это очень обширная тема, говорить об этом можно бесконечно. Я очень обожаю заниматься гримом. Ну, рассказать, что именно? Что касается ТВ или кино? То есть касательно и ТВ, давайте поговорим, да, и кино. К примеру, сейчас давайте возьмем ТВ, так как мы находимся на ТВ, нас сейчас смотрят. Да, то есть в чем отличие от повседневного макияжа, ну даже если дневного, вечернего, и от макияжа, который мы делаем на сцену или на телевидении? Этот макияж, он должен быть на 40% интенсивнее, потому что яркий свет, камеры, они, можно сказать, как бы поглощают 40% всего света. Из-за этого желательно делать все более поинтенсивнее, чтобы выглядеть, ну, то есть поестественнее. Обязательно, ну, желательно использовать реснички девочкам, чтобы сделать взгляд более выразительным. Обязательно выделять скулы. То есть, если кто не любит наносить румяна, но скулы все равно желательно выделить, чтобы лицо на видео, на фото не казалось плоским. Ну и обязательно выделять губы, чтобы они не потерялись на фоне лица или на фоне, например, ярких глаз. Замечательно. То есть я вот как раз послушала действительно советы, но ведь это настолько утяжеляющий макияж, просто я за столько времени красила, сейчас уже перестала немножечко выделять и скулы и так далее. Это очень тяжело все-таки. Как вот, быть может, найти какую-либо альтернативу, да, чтобы макияж был более Просто когда это легким? постоянно, это же уже на автомате
мне кажется, уже как-то невозможно меньше. Но, в принципе, сейчас в моде, особенно в Европе, более натуральный макияж, более естественный, особенно макияж глаз. Но губы, они выделяют поярче. То есть вот так, акцент на губы, да. Ага, замечательно. Ален, касательно причесок, тогда расскажите нам и обычных, в принципе, и для как грима, нам сказала Ирина, да? Ну, в зависимости это от какого-либо показа, если это делается на сцену, то, соответственно, там делаются антуражные всякие прически, используются какие-то накладные волосы, может, какие-то декоративные цветы, но это уже что-то зрелищное, это входит в зрелищную прическу. Если это повседневное, то, соответственно, зависит, наверное, от образа жизни человека. Если у него спортивный образ жизни, там он ходит на фитнес, у него быстрые беги, может, у него там ребенок, то, соответственно, это что-то простое, там дулька обычная, либо это каре, с чем, в принципе, недолго нужно возиться. Ну, соответственно, если, еще локоны, да. В Европе сейчас обычно голливудские локоны без... Очень много лака не используется, соответственно, ни гели, ни воски. Это просто накрутили на утюжок, распустили, такой творческий беспорядок, это легкость. То есть сейчас это сейчас в моде. Более голливудские локоны, что касательно и причесок, и в макияже, да. Это соответствует и макияжу, и, А вот видя наших соотечественниц, да, я думаю, вы в городе наблюдаете. Ну, конечно. И что вы можете сказать о вашем мнении? То есть следят ли наши девушки за трендами? Ну, я думаю, некоторые, да, преуспевают в этом. Просто единственная проблема у наших девушек, они, видимо, думают, что если ярче они накрасятся, это будет выглядеть намного лучше. И я считаю, что нет. То есть чем естественнее выглядит девушка, женщина, это более как-то притягивает, что ли, особенно мужчин. Просто мы, женщины, как бы зациклены на этом. Мы думаем, чем ярче, тем, наверное, красивее. Мужчины же все равно это все видят. Не нужно, зачем? Тем более мы, женщины, мы всегда и так красивы. Самое главное — ухаживать за собой и быть более аккуратными. Я думаю, очень такие толковые, сильные слова, я бы сказала. Действительно, это так. Алин, вот касательно ухода за волосами, ведь это тоже целый процесс, процедура, целая церемония, да, чтобы мы как бы видим, волосы, ничего страшного, но тем не менее, чтобы они выглядели как в рекламе, да, шелковистые, гладкие, то есть как быть, что делать? Соответственно, меньше их подвергать термической обработке и химической, да. А так ухаживать, и внутреннюю нужно делать подпитку, и внешнюю подпитку волосам. Соответственно, это больше витаминов кушать, питать волосы разными масками. Ну, соответственно, уже в зависимости, какой волос, европейский или азиатский. То есть на такие типы тоже делятся, да? делятся волосы на типы. К примеру, давайте у нас в эфире такой маленький мастер-класс. Вот возьмем меня и Ирину, да, какие у нас типы волос? У нее, допустим, европейская структура волоса, соответственно, ей нужно что-то чуть-чуть понежнее, да, это, чтобы меньше содержалось какой-то жирности, концентрата. Соответственно, у вас азиатский волос, соответственно, вам должна быть... логично, то есть если ты азиатка, то и тип Нет, волос, нет? Я тоже азиатка, и у меня, допустим, европейские волосы. Я тоже заметила, Ирина похожа у вас. Вот, поэтому это не зависит, это зависит, наверное, от самого организма, наверное, и от конституции, какие у тебя родители, с какими они родились волосами. Вот, поэтому, в принципе... Вы как определяете, то есть он европейский? По толщине волоса и, соответственно, азиатский волос, он тоньше намного, чем европейский, да, и, соответственно, его больше. Вот. И они часто, либо они гладкие, прям шелковистые, либо они прям сильно вьются. А европейские волосы, они такие более мягкие, помягче, да, и не прямые, да. Соответственно, этим они разделяются. Ясно, замечательно. Дорогие телезрители, вот так вот в прямом эфире мы на наглядном примере, на мне, на наших гостях определили типы волос. Я думаю, вам тоже уже после нашего примера будет намного легче определять типы волос и находить специальные маски, средства по уходу за вашими волосами. Но у нас специально есть подготовленный сюжет. Я знаю, вы занимались перевоплощением, да? Перевоплощением кого же именно? Давайте все вместе посмотрим. Дорогие наши телезрители, у нас сюжет, специально подготовленный к нашей теме о макияже, о прическах и о тонкостях всех этих процедур и о перевоплощении. Прямо сейчас наш сюжет к вашему вниманию.
Анарбековой Алтынай 22 года. Она девушка активная и всесторонне развитая. Влюбленная в свою будущую профессию, наша героиня все душу вкладывает в обучение архитектуре и дизайну. В свободное от учебы время занимается латиноамериканскими танцами, ведь они в полную отражают ее внутренний мир. Еще с детства Алтынай начали сравнивать с известной актрисой и певицей Дженнифер Лопес, но красавице присуща азиатская скромность, и она всячески отрицает сходство с голливудской звездой. Сегодня наша героиня преобразится на ваших глазах и облачится в образ кумира миллионов. Всем привет, меня зовут Алтынай. С детства Дженнифер Лопес была моим кумиром. Она пример для подражания. Она очень красивая, сильная, талантливая женщина. Сегодня я наконец-то примерю на себе ее образ, жду не дождусь результатов. Профессионалы в сфере эстетики и красоты, стилист по прическам Алина Исмаилова и визажист Ирина Федоренко берутся за дело. Сегодня мы будем делать из вас Дженнифер Лопес. Вот так, в принципе, длина волос и цвет совпадает с данной нашей актрисой. Поэтому, в принципе, больших сложностей у нас не будет. Мы сделаем около лица большие крупные локоны, ну и приподнимем немного. Итак, в принципе, начнем. Сегодня мы нашей девушке будем делать макияж в стиле Джей Ло. Так как она у нас азиатка, мы, скорее всего, будем немного ей выделять глаза. Ну, будем, скорее всего, делать в бронзово-золотистых оттенках, потому что очень часто визажисты Джей Ло используют их. Будем высветлять ей область под глазами, носа область лба и подбородка, потому что в основном всегда акцент Джей Ло ставит именно на эти части. Естественно, будем выделять скулы, немного сужать. И так как у нашей модели немного лицо чуть-чуть другой формы, мы будем стараться его привести к форме Джей Ло. Ну вот и закончили мы наш сегодняшний образ, макияж в стиле Джей Ло. Немного расскажу о нем вкратце. То есть начнем с тона кожи. Немного чуть-чуть сделали такой бронзовый оттенок кожи, ну, то есть приближенный к цвету Джей Ло, потому что у нашей девочки Алтынай он был немного светлее. Все, что касается глаз, мы использовали, как я уже вначале сказала, бронзово-золотистые оттенки. То есть в основном Джей Ло их использует. Никогда она не выходит на красную дорожку, на сцену без накладных ресниц, стрелок. Ну и, естественно, брови более понатуральнее. Ну, хорошо, что у нашей девочки брови, в принципе, были такой же формы, как и у Джей Ло. Немного добавили бронзата, чуть-чуть скорректировали скулы, отпустили их вниз и немного заострили подбородок. Ну и, естественно, использовали помаду нюдового оттенка, как любит Джей Ло. Как тебе, Алтынай, твой образ? Ну, я ждала, очень классно. Никогда не представляла себя смуглой. Ты мастер своего дела. Спасибо.
Такой вот у нас интересный сюжет получился о перевоплощении обычной девушки в ее кумира, в Дженнифер Лопес. Дорогие наши мастера, ведь действительно перевоплощение удалось. Девочка попала прям в образ и платье, и прическа. То есть расскажите о тонкостях таких перевоплощений. Любого человека можно или должны же быть какие-либо сходства к любому артисту, не только вот, к примеру, данной, да, у нас Дженнифер Лопес в этот раз? Ну, в основном у большинства кумиры — это те люди, на которых они даже чем-то схожи. Вот не замечали? Потому что многие выбирают себе кумира, на которого они или чем-то похожи, или какая-то часть лица похожи. И, конечно, можно как бы сделать более-менее приближенно из каждого, но надо смотреть на человека. Так очень сложно сказать. Ну, хотя бы подчеркнуть или сделать в его стиле, конечно, можно. Это возможно, да? Ага. Но этот макияж, он будет, то есть, очень тяжелым, да, соответственно? Но тоже зависит от черт лица человека. Ага. То есть, если она более-менее чем-то похожа, хотя бы немного, то сильно много стараться как бы не надо. А если не особо похожа, то можно использовать даже накладки, прорисовывать все. Будет, конечно, более такой тяжелый вариант. Сколько времени занимает вот такого типа макияж? Ну, у нас, наверное, где-то минут 40 занял. То есть минут 40, да? 40, час, наверное, максимум. Алина, касательно прически, ведь действительно похожа прическа истинной Дженнифер Лопес, только цвет волос, да, разный, так? Да, у Джей Ло она часто делает милирование, но здесь у нее натуральный цвет волос, мы не стали ничего и глобального изменять, тем более сама девочка этого не захотела, было очень мало времени. Ну, соответственно, мы сделали просто голливудские легкие локоны и тело в шляпе. Замечательно. Дорогие телезрители, номер нашей студии вновь повторю, на 592001. Сегодня в нашем эфире Ирина Федоренко, визажист-стилист, также Алина Исмайлова, парикмахер-стилист. Нам рассказывают о тонкостях, о наших женских секретах, так что присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы. Мы видели наши сюжеты, перевоплощение нашей девушки в Джей Ло, думаю, получилось достаточно похоже. То есть макияж действительно делает чудеса. Так что всех интересующихся вас вопросах задавайте. Наши сегодняшние гости обязательно вам ответят. Вот хотелось бы спросить, макияж — это основная функция, да, цель макияжа — это скрыть недостатки, подчеркнуть где-то свои плюсы, да? Вот макияжи делают так, что, допустим, твой нос, он намного другой формы становится, губы, глаза. Вот как это все? Это возможно ли все это сделать? Конечно, можно подчеркнуть свое, можно немного даже изменить и сделать нос другой формы и глаза другой формы. Все это, конечно... Это все тени и кисточка? Да, это все тени, корректирующие средства, карандаши, ну, все, в общем, жирные и сухие текстуры. Ясно. А с помощью прически, Алин, что можно сделать? Я думаю, с помощью прически человек становится совсем совершенно другим даже, да? Цвет волос, то есть стрижка меняет все, укладка. Соответственно, цвет волос, да, он меняет много, он может и состарить, может, наоборот, придать светлость в глазах, подчеркнуть тон лица. Соответственно, скрывают этим самым большие скулы или высокий лоб, может, кто-то комплексуется этим, или большой подбородок. Соответственно, все этим можно скрыть и волосами, и, соответственно, макияжем. И макияжем тоже же можно скрыть, да? То есть макияж также делится на какие-либо возрастные ограничения тоже есть? Конечно. Ага, расскажите нам об этом, Ирина. Ну, что касается возрастного макияжа, естественно, уже используем коррекцию лица, чтобы немного потянуть, хотя бы приподнять немного глаза, убрать носогубные складки, например, подчеркнуть скулы, приподнять уголки рта, высветлить внутреннее веко. Но, естественно, при возрастном макияже нежелательно использовать перламутровые блестящие текстуры, потому что это, наоборот, подчеркнет. То есть более матовые, постельные тона? Да, желательно использовать матовые, постельные тона или атласные. То есть это такие же тени, как матовые, но чуть-чуть присутствует блеск. Девушек уже более молодых, как им быть? Также уже девушкам среднего возраста? Ну, более молодые девушки, то есть подростки, да, можно назвать, им, конечно, я бы не советовала использовать, в принципе, косметику, потому что они и так как бы хорошо выглядят. Если, конечно, хочется, то желательно использовать жидкие текстуры. То есть есть жидкие тени, жидкие румяна и просто на губы блеск. Ну, может быть, даже можно слегка подчеркнуть
там, подкрасить реснички. Если хотите убрать жирный блеск, слегка припудрить. Но никогда не надо утяжелять пудрой, тональным. Можно использовать BB-крем. Ясно, замечательно. Дорогие телезрители, вот так вот нам обо всех тонкостях рассказывает Ирина Федоренко сегодня у нас в эфире, и также Алина Исмайлова. Но у нас сейчас в эфире подошла музыкальная пауза. Давайте вместе все посмотрим. Позже мы вновь в прямом эфире. Не переключайтесь. Manasata kaldırgan bul beregi Oyi Meken üçün cepte durup bereli Ayi Eline digen keregi Oyi Urbaktar üstün beregi Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Кто только что присоединился к нам, напомню вновь тему нашего эфира. Сегодня мы с нашими мастерами, визажистом-гримером Ириной Федоренко, а также с парикмахером-стилистом Алиной Исмайловой обсуждаем о всех тонкостях макияжа, о всех тонкостях грима, а также прически. Наши сегодняшние гости дают не только рассказывают, но также дают полезные советы, которые, я думаю, стоит взять во внимание каждому телезрителю. Номер 592001. Ждем ваших звонков, а также, пользуясь моментом, вновь напомню наших спонсоров. Это компания Широн, холдинг Асоли и ледниковая вода Легенда. Ну а мы продолжаем. Вот мы вне эфира заговорили немножечко, скажем, о негативной стороне, что касается и макияжа, и прически, да, то есть вот я хотела бы начать с вас, Алин, через расчески, через какие-то либо средства, ножницы, через все эти инструменты
клиенты, можно чем-либо ведь заразиться, правильно? Так как это все люди разные, у всех Да. есть и есть хорошие, то есть которые не болеют, и также, к сожалению, есть те, которые болеют, да, но тем не менее не обслуживаются. И вот как с этим быть, избежать этих, я думаю, даже роковых последствий? Соответственно, после каждого клиента нужно обрабатывать свои инструменты. Ведь люди разные, соответственно, у кого-то может быть какое-то кожное заболевание, или он болеет педикулезом. Соответственно, это частые случаи, когда через расческу переносится педикулез. Это вши, блохи, вот все вот такое вот. А через бритву можно, допустим, гепатит С перенести. Соответственно, перед каждым клиентом меняется лезвие опасное, хлорамином 5% используются инструменты, обрабатываются, либо перигидролем, прокалывание ножниц огнем, либо это какая-то химическая обработка. И все это делается перед клиентом. Если это какие-то большие там расчески, то есть уфазон, соответственно, там под химической обработкой все инструменты хранятся там, чтобы и клиент это видел, потому что есть и привередливые клиенты, если он увидел, что после него не использовали химическую обработку, он может не сесть к этому парикмахеру. И это все, я думаю... Вот, Алина, вы говорите, что они обрабатывают перед глазами, то есть перед клиентом, перед этими глазами, да, но ведь сколько я ходила в салоны, ни разу не видела, или у нас категория Ну, возможно, другая, у нас, женские? да, это еще нет, но часто в Европе стоит, допустим, ну, когда я работала, стояла банка с 5% хлорамином. Там, соответственно, я работала только исключительно с мужчинами, мужские стрижки, и там мы постоянно засовывали туда расческу и сразу шли ее мыть. И чтобы это видел клиент, потому что клиенты ходили вот так, на каждого клиента у нас хватало всего там по 20 минут, и мы должны 2 раза помыть, уложить и постричь его. И, соответственно, они не успевают, но они еще и требуют к себе уважения, как бы я пришел постричь, поэтому будь любезна, обстриги меня так, чтобы я ушел довольный и были твои инструменты чисты, потому что неизвестно, какой клиент тебе пришел. Это в Европе, а у нас как? У нас это тоже, кстати, следится, потому что всех салонах? санэпидинстанция, соответственно, она приходит, и если у тебя не будет на столе этого хлорамина, это самый распространенный вариант, то, соответственно, тебя штрафуют. И каждый администратор данного заведения, он должен знать, что он каждого должен контролировать в этом плане. Хочу сказать такую вещь, немножко грустно. Не все в Кыргызстане у нас, наши соотечественники, знают свои права, да? Ну да. К примеру, даже придя в салон, они могут согласиться со всем в связи с незнанием, да, с каким-либо неким малым опытом знаний. Вот сейчас давайте их такое маленькое просвещение сделаем. Вот какие есть права у клиентов? Ну, соответственно, клиент всегда прав. Он имеет требовать, чтобы перед его глазами прокололи даже ножницы с помощью перигидроля. Он имеет это право потребовать. То есть, и каждый специалист должен это сделать? Да, он обязан это в любом салоне. Красоты, Да, либо это просто парикмахерская. эконом-класс. Даже в эконом-классах используются такие. Либо это будет озоновый шкаф, где они ложатся где-то на 5 минут, и, соответственно, их свежими уже туда. Там убивается с помощью химических процессов, это всякие бактерии, либо это будет какой-нибудь грибок. Это очень тоже страшно, поэтому они обязаны это все делать. Либо это будет влажная уборка в салоне. Она устраивается всегда по субботам, воскресеньям, но всегда химическая обработка, она обязана быть. Если клиент это потребовал, без угрызения совести, ты должен идти это и делать. Потому что клиент прав. Замечательно. А вот бывает так, что прическа, да, та, которая вот уже вот завершена, в финале сделали, но клиенту не нравится, но волосы обратно ты уже не вернешь. Как с этим быть? Бывали у вас такие Да, бывали. случаи на вашей практике? Расскажите нам. Ну, у меня лично не бывали, я этим не хочу гордиться, но потому что в процессе ты постоянно спрашиваешь, а вам нравится, а вам это? Ты трясешься над клиентом, чтобы он ушел довольный, с вот такой улыбкой и сказал нам 10 раз спасибо. В этот момент даже не хочется, наверное, денег брать. Главное, чтобы он ушел довольный. Что возвратился сейчас. Да, а каждый клиент, соответственно, он привозит 4 с собой. Также, когда клиент от тебя уходит, он и уносит с собой 4. Соответственно, это нам минус.
И если ты ему угодил, он будет о тебе распространяться. Вот там есть хороший там парикмахер, и он приведет с собой людей. И, соответственно, ты трясешься, вот это делаешь, но когда у меня стоял один клон ученица, она сделала не то, что хотел клиент, и, соответственно, она пошла смыла это все. Но мы сказали, можете нам не платить, потому что это минус нашему салону, и мы не хотели бы так вот, чтобы вы ушли. Соответственно, ей просто высушили, и вытянули волосы и отпустили. Хотя процедура тоже немало денег стоила. Но зачем после этого клиенту есть карман? Я считаю, что не стоит. Замечательно, что у нас есть такие мастера, которые не только во благо себе, но также еще и во благо клиентам. Да, это очень замечательно. Но о тонкостях и что, быть может, какие секреты скрывает макияж, тоже поговорим, да, Ирина, только после короткой рекламы. Дорогие телезрители, у нас в эфире вновь короткая реклама. Говорим мы сегодня о всех тонкостях и макияжа, и в сфере парикмахерских услуг. Так что, дорогие телезрители, повнимательнее. Я думаю, сейчас только что наша Алина Исмайлова дала очень полезные советы, которые, думаю, стоит взять во внимание каждому нашему телезрителю. Ну а сейчас у нас в эфире вновь короткая реклама. Не переключайтесь. Мы вновь в прямом эфире и продолжаем нашу интересную беседу, самое главное, полезную. В гостях сегодня у нас Ирина Федоренко, стилист, гример, а также Алина Исмайлова, парикмахер, стилист. Рассказывают нам очень интересные, я думаю, вещи, которые стоит знать всем. Такой вот маленький мастер-класс у нас в прямом эфире. Дорогие телезрители, присоединяйтесь. 59-20-01, номер нашей студии. При этом прямой эфир. Ирина, также я знаю, есть и в макияже тоже свои, так скажем, побочные эффекты, да. Не у всех людей тип кожи одинаков, есть и проблемные, есть и даже и заразные, да, некоторые вещи. Вот скажите нам, что нас может ждать, как себя предостеречь, вот избежать таких конфликтных ситуаций, да? Ну, во-первых, конечно, если вы собираетесь идти на макияж, нужно выбрать хорошего мастера. То есть в какой-то недорогой салон, который находится на рынке, естественно, лучше не идти. Ну, как говорится, сарафанное радио, да? Лучше выбрать мастера, который более на слуху, более профессионал. Ну и, естественно, прежде чем вас начнут красить, вам обязательно нужно, ну, хотя бы спросить, проверить кисточки, то есть чистые ли они или нет. Но обычно всегда перед клиентом обрабатываются кисти, то есть самые основные. Перед клиентом Да, тоже. то есть это синтетические кисти, которые у нас используются для жирных текстур. Это кисти для тона, для корректоров. Кисти для теней тоже чистят. Есть специальные средства, после которых кисточка сохнет, ну, буквально минуту-две. То есть перед тем, как у вас есть промежуток от одного до второго клиента, у вас есть 5-7 минут, когда вы можете эти кисточки просто почистить, положить, посушить и, в принципе, А вот начать. какими можно заразиться какими-либо кожными заболеваниями, если ты, к сожалению, да, попадешь к не очень такому хорошему Самое специалисту? такое страшное заболевание – это подкожный клещ. То есть как Да. это? Ну, у вас просто на лице появляется покраснение, прыщи. Ну, естественно, от этого очень тяжело избавиться. То есть многие ужасно. даже не избавляются от этого. Многие приходят со своими средствами. Кто-то приносит свой тон, свои кисти, свои спонжи. То есть те, кто уже боятся или кто уже испытал это на себе. Ну, конечно, когда у клиента проблемная кожа, желательно использовать одноразовые средства. Это одноразовые спонжи. Желательно, конечно, отдельные кисточки, которые ты потом можешь дома уже помыть и продезинфицировать полностью. Ну, это надо все учитывать обязательно. А вот вы выбираете себе, да, клиента, допустим, приходит к вам человек, но достаточно проблемная кожа, я бы сказала, даже очень, да? Как с этим быть? Ну, Вы берете? было пару случаев. Конечно, потому что если я не возьму, кто возьмет? Никто не возьмет. Если возьмет другой человек, может быть, он даже после нее не обработает, да, еще кто-то заразится. Конечно, я беру, но уже в этом случае я немного более осторожна. Я тоже понимаю, что этому человеку хочется выглядеть красиво, ему хочется это скрыть, конечно, я помогу. Ну, я использую и во благо его, и мое, и следующего клиента просто одноразовые средства. Спонжи, сразу отделяю кисточки отдельно. И, естественно, А ведь тени же одни и те же, тени же мы не можем взять и выкинуть. Как с обычно этим быть? тени, когда мы Губные наносим, помады. все это наносится кисточками. Тени, когда мы наносим, мы, естественно, их слегка ложим на руку. То есть, чтобы немного проверить цвет или сбить, например, тени. Губные помады, естественно, мы используем
кистью, отдельной кистью. Это, во-первых, и гигиенично, и, во-вторых, помада долго не будет портиться, то есть не будут заводиться бактерии. Но если уж прям совсем проблемные кожи, ну не знаю, никогда не было прям таких неаккуратных клиентов, вы знаете, все следят. Конечно, лучше тогда это сделать ватной палочкой, может быть. Уже аж такие крайности, да? Ну а все ли то есть визажисты такие чистоплотные, аккуратные, как вы, Ирина? Ну, по Ведь крайней как мере, узнать, какой мастер, какому-то мастеру попалось, видя те же самые его кисточки, вроде бы все нормально, но он же не может на глаз определить, они мытые, не мытые. ну, в основном, в принципе, видно по человеку, как он сам выглядит, как он следит сам за собой. Также мнение окружающих, там, я не знаю, может быть, клиентов мнение. То есть это обязательно, и тем более люди идут уже к проверенным, может быть, на слуху, которых уже знают или которым ходили. Это обязательно. Ясно. Дорогие телезрители, вот такие вот интересные советы, я думаю, не только интересны, но и они очень важны, чтобы мы берегли себя, обезопасили от неких таких вот конфликтных ситуаций. Поэтому все, что сказала Ирина и Алина, я думаю, обязательно надо красным по белому подчеркнуть и запомнить как правило. Да? Но у нас сейчас вновь музыкальная пауза. Не переключайтесь, позже мы вновь в прямом эфире и будем далее продолжать разговаривать с нашими гостями. намыс болуп кош канаты оболоп учуп талбаган жеңиштерге бирге жетип ынтымак жолдон тайбаган жигиттериң шумкар сымал бийиктик менен дос болуп даңазалуу бабалардай көтөргүн элдин байрагын Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга бүтүнө уксун жардана Нурдан бүткөн айым кыздар жан дилин арубалаган Наркадалуу байбишелер ырыс-кут үйдү кармаган Үмүт болуп жолурайт гүл көз жосун алат айланам Кыргызстан бакыт үйү түндөлүк гүлдөп жайнаган Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга бүтүнө уксун жардана Теңир колдоп кыргыз жерин жамандык кайгы баспасын Кыргыз көчүн улуу жолго данышман Чыңгыз баштасын Урпактарга мурас болсун ажайып манас дастаным Касиеттүү кыргыз жерин чалкыган бийик асманым Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга
Мы вновь в прямом эфире, дорогие телезрители. Говорим сегодня мы о макияже, о тонкостях прически, грима. И наши гости сегодня — визажист-гример Ирина Федоренко, а также Алина Исмайлова, парикмахер-стилист, рассказывают нам о всех интересных, я думаю, полезных вещах, которые стоит знать каждой нашей очаровательной телезрительнице. Ну и не только телезрительницы, верно? Ведь есть и мужчины, которые приходят тоже на грим, то есть у них уже более грим, не макияж. То есть, Ирина, расскажите нам. Да, ну в основном все мужчины пугаются этого слова макияж. Нет, я не буду делать. Но для телевидения это обязательно нужно, для сцены это нужно. Естественно, подготавливаем мальчиков на сцену, для телевидения, многие ведущие, потому что это как бы его лицо. Для чего это нужно? Для того, чтобы выровнять тон кожи, убрать, может быть, круги под глазами, может быть, какие-то покраснения, и слегка подчеркнуть его естественную тоже красоту, можно сказать, там, может быть, бровки, подчеркнуть скулы. Ну, на губы в основном только бальзам, чтобы губы более так, ну, как бы не выглядели сухими. И все, в принципе. Но в повседневной жизни, я думаю, никто и не обращается. Нет, конечно, в повседневной жизни не надо. Бывает, что обращаются на свадьбу женихи. То есть им это так бывает, им это нужно, чтобы для видео, для фото. Фото, видео. Вот, как бы в повседневной жизни нет, конечно. Ясно. А у вас, Алин, как обстоят дела с Соответственно, они чаще обращаются, чем женщины, потому что у них растут намного быстрее волосы. Женщина может полгода раз обратиться со своими волосами, там постричь челочку, мне и кончики чуть обработать, только и все. А мужчины, они обращаются в 2 раза в месяц, соответственно, чтобы приводить себя в порядок. Либо они ходят на частое мытье в салоны, там сделайте мне укладку, потому что у меня торчат волосы, меня неправильно постригли. Они в этом плане более привередливые, чем женщины. И мужские стрижки, они намного сложнее, чем женские. Вот я тоже об этом слышала, ведь это так, значит, да? Если женщины вы здесь уберете на 2 миллиметра больше, чем тут, допустим, то у мужчины, если вы это сделаете, это будет кривая голова. Соответственно, он уже будет сидеть и с таким монотонным взглядом на вас смотреть, типа, что-то ты тут сделала не так. А мужчины-клиенты, они вредные? Очень вредные. Они вреднее, чем женщины в этом плане. И за каждую волосинку они тебе будут говорить. А есть такие, которые даже ты плохо постриг, они мило улыбнулись, но второй раз тебе не пришли. Ясно. Большое спасибо, что пришли, рассказали. И я бы хотела, чтобы вы, как профессионалы, сказали пару слов для наших телезрителей. Я думаю, это обязательно им надо и нужно. Слово, наверное, Ирина, а потом вам, Алин. Дорогие девушки, хочу вам пожелать быть только естественными и натуральными. Не перебарщивайте с косметикой. Это самое главное. Ну, соответственно, с волосами тоже не перебарщивать лака, чтобы за вас за километр не пахло китайскими препаратами, не делать километровые начесы и стоящие колом локоны. Естественность это приветствуется везде. Я с вами полностью согласна. Спасибо большое, что пришли, рассказали, было очень интересно. Самое главное, полезно. Да, это и я для себя узнала очень много. Думаю, и наши телезрители тоже согласятся со мной, дорогие наши телезрительницы. Особенно так как эфир у нас в большей части был посвящен вам. Но и мужчины тоже, вы тоже, думаю, много что узнали. Теперь мы, приходя в салоны красоты, будем не только приходить и вот лишь бы наведите мне красоту, а также учитывать и думать в первую очередь о своей безопасности. И наши мастера сегодня рассказали, какие, быть может, конфузные ситуации будут вас ожидать, чтобы избежать этого. Советы вам уже сказали, думаю, вы их обязательно запомните и воспользуетесь ими. Ну а наша программа «Киефир» уже подошла к концу. С вами была я, его ведущая Кунбаева Динара. И всем до скорых встреч, хорошего продолжения вечера. Всем пока.